Здравствуйте, дорогие друзья! Наше историческое досье посвящается 150-летию со дня рождения выдающегося сына казахского народа, человека поистине многогранного таланта Ахмета Байтурсынова. Наш герой родился холодной осенью 1872 года в небольшом селе Тургайского уезда. Его предки, начиная от Батыра Умбетбая и заканчивая его отцом Байтурсыном, постоянно вступали в яростные стычки с царскими войсками, чинившими произвол в казахской степи. После одной из таких стычек отец Байтурсынова был сослан в Сибирь, откуда не вернулся. Пережив эту трагедию и получив начальное образование у аульного муллы, Ахмет всю жизнь оставался верующим человеком и всю жизнь стремился получить хорошее, достойное образование. На протяжении 14 лет Байтурсынов преподавал во многих аульных волостных училищах. Процесс обучения грамоте он всегда сочетал с воспитанием. «Сея семена разума, семена добра». Учительская деятельность в Кустанайском уезде принесла Ахмету и семейное счастье. Проживая в доме местного лесника, он познакомился с его дочерью Александрой Ивановной. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре поженились. Перед заключением брака по мусульманскому обычаю девушка приняла ислам и вскоре взяла имя Батрисафа Мухаммед Садык Кызы. Поскольку своих детей у пары не было, благочестивые Байтурсыновы воспитали как своих племянников, дочь и двух сыновей, братьев Ахмета. Переехав из Омска в Каркалинск, Байтурсынов активно включается в политическую жизнь. В 1905 году он становится одним из авторов патриотической петиции, которую подписали более 14 тысяч человек. Такая активная общественная позиция очень не нравилась царским властям, и Байтурсынову довелось пережить 2 несправедливых тюремных заключения. В 1913 году вместе со своими единомышленниками Алиханом Букихановым и Миржакыпом Дулатовым Ахмет Байтурсынов открывает в Оренбурге газету «Казах». В данном печатном издании публиковались разнообразные по тематике и глубокие по содержанию материалы. Поднималась проблема казахского языка, звучали призывы к политической борьбе. В период восстания 1916 года и событий революции февраля 1917 года газета невольно исполняла функцию национального парламента и теневого правительства. У газеты «Казах» было более 3000 подписчиков. Ее читали и в казахских степях, и в Китае, и в России. Интересно, что газета печаталась с использованием разработанного Ахметом Байтурсыновым казахского алфавита Тоте-Жазу. Одновременно с этим в журнале «Айкап» Ахмет Байтурсынов печатает свои первые научные работы по казахскому языкознанию. Итогом политической деятельности казахских интеллигентов становится создание в 1917 году партии «Алаш». Время Октябрьской революции 1917 года оказалось трудным для членов партии «Алаш». Сначала их несправедливо обвинили в национализме, но затем оправдали. В марте 1919 года, находясь в Москве, Байтурсынов вел переговоры с советским правительством и даже получил ленинский мандат, который спас его от ареста и дал возможность писать и работать. Переехав с женой в Алмату,
Байтурсынов несколько лет занимал пост комиссара народного образования Казахской ССР. При этом он никогда не переставал отстаивать право казахского народа на собственный язык и литературу. Пытливый ум Байтурсынова позволял ему пробовать силу пера в талантливых переводах басен, публицистике, этнографии и теории культуры. Перу Ахмета принадлежат великолепные статьи о Бабае, первые казахские буквари и руководство для учителей, замечательные сборники «Масса» и «40 басен». Он реформатор нового алфавита, который на основе арабской графики был адаптирован к казахскому языку. Немногие знают, что Байтурсынов умел играть на скрипке, домбре и фортепиано, был автором замечательных стихов и песен. Великий труд Байтурсынова заложил прочный фундамент национальной школы и казахской литературы. Во время первой волны сталинских репрессий, поднявшейся в середине 30-х годов, первыми пострадали бывшие члены партии Алаш. Ахмет Байтурсынов был арестован и сидел в тюрьме в Кызылорде. Позже со своим земляком и другом Дулатовым он был выслан в Архангельскую область. Супруга Байтурсынова Бадрисафа с дочкой Шаупан попали в лагерь под Томском. А в это время в Казахстане свирепствовал голодомор. В 1934 году, благодаря помощи жены Горького, Байтурсынова освободили. Ему удалось соединиться с семьей и вернуться в Алма-Ату. Но прежний ярлык «врага народа», как клеймо позора, постоянно преследует его. В 1937 году он был вторично арестован и 8 декабря расстрелян в застенках НКВД. Трагически сложилась судьба и близких Байтурсынова. Его супруга умерла от страданий. Приемных сыновей жестоко убили. Дочь и ее дети долгое время скрывали свое происхождение. Только спустя полвека справедливость восторжествовала. В 1988 году Ахмет Байтурсынов был оправдан. Но по-настоящему его реабилитировала сама история. Сегодня память об Ахмете так же велика, каким огромным когда-то было его забвение. И она не только в многочисленных тиражах книг Байтурсынова и книг о нем, не только в памятниках, музеях, названиях улиц и учебных заведений. Самое главное – это память в сердцах людей. Ведь Ахан был действительно великим устазом, учителем с большой буквы, духовным лидером детей и взрослых. Он был и остался в памяти народа светлым лучом казахской науки и культуры. Его биографии можно дать заголовок «Просветитель, борец против невежества и несправедливости, человек, служивший своему народу».